Депутаты парламента рассмотрели внесение поправки в статью 16 Конституционного закона о выборах президента Абхазии. Согласно данной поправке, на предстоящих 22 марта выборах в избирательном бюллетене будет размещена отдельная графа «Против всех», справа от которой будет расположено поле для голосования. В бюллетене должна быть строка, где написано, что против всех. Чтобы человек, который приходит голосовать, берет бюллетень, он должен голосовать за, против и против всех. Мы перешли на голосование за. Поэтому мы не можем сегодня, чтобы отразить, в 17-18 статье закона это указано, что подсчет должен быть. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба объяснил необходимость внесения данной поправки. Когда мы изменили в 2019 году способ голосования, голосование против всех, эта отдельная графа была включена в бюллетень. До этого на прошедших выборах в бюллетень включалась эта графа решением ЦИКа. И ЦИК основывался на 17-18 статье, но для того, чтобы не было никаких кривотолков, и в саму 16 статью, которая содержит исчерпывающую информацию, что должно быть включено в избирательный бюллетень, необходимо устранить этот технический пробел и внести изменения в данную статью. После единогласного принятия данной поправки депутаты приступили к рассмотрению кадровых вопросов. В соответствии с законом о прокуратуре Республики Абхазия парламент освободил Георгия Аршпа от должности первого заместителя генерального прокурора. На эту должность была предложена кандидатура Дамира Квициния. Учитывая деловые и личные качества, считаю необходимым использовать опыт работы Квициния в органах прокуратуры Республики Абхазия и прошу вас положительно рассмотреть представление о назначении его на должность первого заместителя генерального прокурора Республики Абхазия. На должность судьи арбитражного суда была предложена кандидатура Камы Джинджолия, а на должности судьи Верховного суда Мадина Логуа, Тимур Шония и Роман Кварчия. Мадину Чанба и Леварсу Богателия предложили избрать судьями Сухумского городского суда. В итоге путем тайного голосования все вышеперечисленные кандидатуры были одобрены. Кроме того, парламентарии дали согласие Кабинету министров Абхазии на перевод 5 земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, среди которых участки в селах Лыхны, Приморская и Дзюкта. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.